дорожке, не доверяя собственным следам, а сердце помнит все наши поступки и не стареет вопреки годам. Я еще раз приветствую вас всех, уважаемые первостроители Эжвинского района. В этом году, как уже было сказано, в муниципальном образовании городского округа Сыктывкар прошел проект «Городские легенды». Надо было не только придумать легенду своего района, но и продумать, как можно реализовать проект, именно связанный с благоустройством общегородских территорий. Но за представленные объекты голосовали, весь Сыктывкар голосовал, и 11 стали победителями. Среди них и наши сапоги первопроходцев Эжвинского района. И я хочу вам предложить сейчас, давайте, дорогие, вспомним, как все в Эжве начиналось. ЛПК – это огненный ветер за город. ЛПК – это новый надвычный город. Это там, где ладони срастались металлом. Это место, где места для сна не хватало. Это песни для сильных, для слабеньких стоны. Это тысячи тонн мерзлоты и бетона. Это самое то, что девчата и парни объявляли потом комсомольской ударной. ЛПК – это рыжего грунта завалы, где стонали Попузов и грязь самосвалы, где шоферы начальство незлобно ругали, и при этом фуфаки под скаты швыряли. Это самая первая в жизни зарплата. Это первой любви наша первая клятва. Это таяние мифа о реках кисельных. Это первые в новых домах новоселья. Это сладкая тяжесть в рабочих руках. Это гибель легенды о длинных рублях. Это первые ясли и первая школа. Это маленький домик РК комсомола. Это наших собраний горячие речи, где мы сами себе нагружали на плечи добровольные тонны, вагонные метры, где мы слазь бушевали, как майские ветры. Понимаете вы, комсомольские маги, я пишу эти строки на вашей бумаге. Я пишу эти строки в гостинице стройки. За окном морозище, сухой жестокий, за окном, как в кино. На огромном экране лебедиными шеями тянутся краны, поднимая дома, как большие тома, о каких не мечтали Эллс и Дюма. Торопливо на смену идут, как когда-то, нашей крепкой закваски простые ребята. А со станции Эшба уходят вагоны с белоснежной бумагой и на рулонах с ярко-красным клеймом по упругим бокам. Я читаю, как стих: Сыктывкар, ЛПК. У поэта, который приехал сюда, в Эжвинский район, когда еще ЛПК только строилось, когда закладывалось все в Эжвинском районе, Валентин Гринер, автор этих слов. Да, самые яркие воспоминания, которые часто звучат на встречах первых строителей Эжвы, старожилов Эжвы, это бесконечные котлованы строящихся цехов, затем жилых кварталов и преодоление препятствий. Это мечты о будущих улицах и скверах, и снова преодоление препятствий. Это временные дома, временные тротуары, это радостные мгновения и минуты отдыха, и снова преодоление препятствий. А как они, первопроходцы Эжвинского района, помнят свое первую лопату, наверное, да, первый шаг по эжвинской земле. И как вообще вот то, что вот мы с вами сегодня открываем, приветствуем, да, вот это вот открытие нового арт-объекта, как ваши впечатления, вот что вы можете сказать? И я хочу пригласить сюда Старикова Валентина Григорьевича. Валентин Гринер. А у нас только есть. Уважаемые товарищи, прежде всего, сегодня хотелось бы поздравить всех строителей Эжвы с их профессиональным праздником Днем Строителя и пожелать им всяческих успехов на производственном поприще в личной жизни. С сегодняшнего дня мы имеем возможность говорить с ленинградцами, с петербуржцами. У вас чижик-пыжик на Фонтанке, а у нас сапоги на проспекте Бумажников. У вас гоголевский нос на Невском,
А у нас еще кое-что, о чем разговор несколько ниже. Ну, так говорят, сегодня сапоги у нас открыты полуофициально. Официальное вроде бы открытие еще грядет, впереди. Все это хорошо и чудесно. Конечно, можно только приветствовать появление этого пятачка, такого симпатичного, уютного, тем более посвященного строителям. Жалко, что сегодня, товарищи, конечно, из приглашенных далеко не все здесь присутствуют. Ну, понятно, что по объективным причинам уважительным. Значит, но сегодня нам в обществе бумажник, тоже хотелось бы открыть такой арт-объект, мини-арт-объект, который, понимаете ли, вот мы сделали на днях. Товарищи, все когда-то носили такие сапоги. А где это такие? А? Это у тебя на даче, что ли? Конечно. Товарищ, я прочитаю то, что здесь написано. Веселые, здесь как перзовые. Строители в Эжве и Сыктывкаре проживают разноплановые. Кто строил ТЭЦ, кто жилье и объекты соцкультбыта, кто объекты промышленного назначения, кто инженерные сети и сооружения и так далее, далее. Но при этом все они носили одинаковые сапоги, изготовленные в Ленинграде на заводе резиновых изделий «Красный треугольник» на обводном канале. Это однозначно. Значит, товарищи, очень большая просьба ко всем присутствующим оставить автограф в знак признательности этого альтернативного проекта. Это концепция. Значит, но мы найдем ему естественное применение. Это сапоги подлинные, они помнят грязь эжвинскую. Концепция, хорошая концепция, между прочим. Обязательно сапоги должны быть наполовину, погруженными. Не хочется употреблять слово грязь тоже было, но все-таки мы заглубили эти сапоги наполовину в бетон с крупной галькой. Это более благородно. Значит, бетона здесь израсходовано, вот здесь израсходовано, ровно одна совковая лопата. Еще лопату надо. Лопату. Да я думал, мастеров, как-то, так сказать, отказался от этого. И еще, все-таки сапоги в нашем представлении должны идти. Вот идти, вперед, несмотря ни на что. Товарищи, прошу всех поставить автографы. Кто сюда не пришел, мы их найдем. Но этот снимок будет, понимаете ли, цениться, это однозначно. Товарищи, можно много говорить сегодня. Еще раз всех с праздником. Всего доброго. Уважаемые присутствующие, вы сегодня, конечно, оставите еще не один автограф в знак того, что вы были сегодня здесь, в канун Дня Эжвы, в канун Дня строителей, ну и каждому из гостей мы приготовили вот такой памятный подарок, который будет храниться у вас, наверное, дома вы повесите на самое видное место. Здесь написано «С Днем Эжвы», «С Днем строителя» и арт-объект «Сапоги строителей Эжвы». И сейчас я каждому из вас сделаю этот подарок, передам. И точно такой же вымпел мы сегодня передадим в музей Эжвинского района, музей имени Дьяконова. Но здесь вам тоже предстоит всем, кто присутствует, оставить свои автографы. И вы будете теперь в истории Эжвинского района, как люди, которые были на первом открытии вот этого арт-объекта «Сапоги строителей Эжвы». Я сейчас вам это все передам. Я всем передам. Городским всем. Хорошо. Так. Куклиным. Передам? Игорь Иванович, давайте нам Это через администрацию. Так, Дугин. Передам? Мандин. Мандич. Да. Мандич. Так, Борисов. Е.Н. Монахов. Передадим? Николаев. Тоже нету, да? Сахаров. Есть. Пожалуйста, вам ваш пригласительный. Это вам на стадион на День Эжвы. Кстати, День лета. пригласительный на 2 человека. Да, там пригласительные 2 человека, посмотрите. Вдвоем пригласительный. Так, Павлусенко. Вам, пожалуйста. Так, Каданевой нету. Улановой тоже нету. Передадите. Коржавин, пожалуйста, вам. Я буду на
Придется передавать прикольно. вам. Трапер. Так, Я, конечно, не с первого дня работаю на стройке Эжвы и ЛПК. Приехал я с Акина в 1966 году, но отдал все свои умения, все свои старания для строительства, развития ЛПК и так далее. Я закончил, как приехал сюда в технику Шлайжинский, и сразу попал в прорабы, значит, мастера, строитель прокладывал водопроводы, канализации, теплотрассы. А с 1977 года по 2007 год работал заместителем директора завода КПД. Вот эти пятиэтажки, девятиэтажки развивались при непосредственном, так сказать, участии моей персоны. Конечно, я рад, что вот мне удалось, моя судьба как-то забросила сюда именно вот эту Эжву нашу, любимую, и я отдал честью все свою помощь, все свои старания для развития Эжвы. И мне очень дорог наша Эжва, и когда вот этот день строителя, это, конечно, для меня незабываемые дни, и всегда стараюсь вспоминать наших строительных товарищей, которых уже нет вместе с нами, но отдали все. Мне часто вспоминаю Сергея Вячеславовича, директором работал 30 лет, и многих, Трапер Леонид Семенович, и многие-многие другие. Нам незабываемый и Балин Николай Николаевич, с которым я очень часто встречался и, значит, помогал нам заводу КПД развиваться. Есть о чем вспоминать нам, день строителя. И вот это, и я благодарю себе, что попал сюда именно работать. Спасибо. Год назад. И идя ногу со временем, и молодежь, и жители Эжвы вносят свои изменения. Мы видели, что у нас появился кирпич в Эжве, да, в Эжвинском районе, который измеряет погоду, показывает погоду. На улицах улыбаются смайлики. Стены домов пестрят героями сказок и так далее. Мы надеемся, что тот арт-объект, который сейчас появился в Эжве, он станет тоже любимым местом и будет популярен не только среди жителей Эжвинского района, но и среди гостей города Сыктывкара. Ну а теперь, дорогие уважаемые гости, мы хотим предложить вам, пока мы ждем Александра Юрьевича, он должен подъехать скоро, мы хотим вам предложить чай. Я понимаю, что, наверное, Александру Юрьевичу хочется присесть, пообщаться с людьми, да? Но давайте мы вначале, да, вам девочки все принесут, а я хочу предоставить слово руководителю Эжвинского района Александру Юрьевичу. Аплодисменты. Уважаемые друзья, первое, конечно, от всей души очень искренне хочется поздравить вас с праздником, с Днем Строителя, с Днем Созидателя. На самом деле именно вашими руками, вашими жилами, не знаю, чем угодно, да, вот вашей силы, собственно, построено то, чем мы сегодня пользуемся, и за это, конечно, низкий поклон от многих и многих жителей Эжвинского района. То, что мы сегодня, собственно, намечали, и я заранее уже, наверное, звучали здесь извинения за то, что мы, собственно, не смогли сделать то, что хотели ко Дню строителя, а именно открыть вот этот памятник с благодарностью от жителей. Да, подвели подрядчики, и мы посчитали, что правильнее будет, если мы это сделаем тогда, когда все будет стоять на своем месте. И эти кованые фонари, и эти кованые скамейки, новые, красивые. И я вчера видел, первый, конечно, господин Стариков сфотографировался в этих сапогах. Я думаю, что это очень правильно, потому что именно, собственно, вот такой памятный знак именно ветеранам, именно вам, и это, собственно, ваше право. Да? Поэтому мы не последний раз встречаемся. В прошлом году мы очень много сделали вместе с вами, со строителями. И в этом году вы видите, что развиваем парк. И это будет хороший ансамбль, да, вот этот вот бульвар, который мы, собственно, там в планах у нас он есть, вот этот памятный знак, сапоги, это продолжение вот этого бульвара, а на той стороне Ухтинского шоссе, собственно, мы планируем сделать хороший парк с скамейками, с дорожками, вот сегодня уже продолжаем делать площадь, значит, с понедельника начнется строительство
детской площадки, большой детской площадки на улице Славы, которая будет смотреть. Дальше будет большой спортивный какой-то комплекс с тренажерами. Поэтому вот мы видим, что Эшву развивается. И на самом деле вот то первое, именно первопроходство были вы, и поэтому вот этот памятный знак, конечно, это низкий вам поклон. С праздником! Спасибо вам, здоровья, удачи! Уважаемые, дорогие строители, эшвинцы, ЛПКовцы, вот сегодня, анализируя те обстоятельства, которые сложились, то, что что-то не готово, почему-то не готово, в то же время нет худа без добра. 27 сентября этого года исполняется 100 лет Зосиме Васильевичу Паневу. Есть такие три состояния: мыслимое, возможное и реальное. Изучив его биографию, и в то же время мне приятно, что он был по специальности учитель, получается, его биография и его телодвижения, его мысли в итоге реализовались. То есть, когда он в мыслях сгенерировал идею строительства ЛПК, в Москве ему говорили: есть Котлас. Когда у него была сгенерирована идея строительства железной дороги, что есть Котлас, зачем в эту деревню тянуть железную дорогу? Когда он сгенерировал идею создания государственного университета, ему говорили: есть пединститут, зачем вам университет? И моя просьба следующая, что вот как раз довести до ума этот памятник вы имеете возможность к 27 сентября этого года. Спасибо, это раз. Второе, я хочу вот в присутствии всех вас, коллег, поблагодарить Юрия Николаевича Сахарова за его педагогический труд, наставничество. Он является почетным альтруистом нашей организации «Спортивно-профилактика лечебная ассоциация волонтеров». Он участвует практически во всех мероприятиях. Он ко Дню Победы был волонтером по распространению, популяризации песни коми авторов, самодеятельных авторов Нины Николаевой и Юрия Калинина. Я сегодня с благодарностью вижу сына Юрия Михайловича, рад визуально, то есть это стало реально, с ним познакомиться. И вам предлагаю следующее. 27 сентября в 14 часов в этнокультурном парке села Ип мы будем проводить турнир по коми-национальной борьбе «Зумыд-Ош» «Сильный медведь». Моя просьба, будьте нашими гостями. Спасибо. Я скажу два слова, что, конечно, для меня Эшва это вот здесь, в сердце. В сердце она с первых дней поселилась. Тут спрашивали, как я впервые ощутил и увидел Эшву. Из Питера мы приезжали с женой, ну вот в день железнодорожника, а 8-го, сегодня, то есть, сегодня, 53 года назад, я был зачислен в штат ЛПК каким-то 8-м или 9-м номером, вот, приказом номер 26К. Вот, поэтому 53 года я в Эшве, и каждый квадратный метр, каждый кусочек земли для меня полит и моей кровью, и моей любовью, и всем, чем надо. И мне хочется, не хочется много говорить, вот здесь начали с красивых стихов, я, к сожалению, их не видел, но в это же время написал не менее красивые стихи Юрий Васютов. Он только недавно был назначен, в то время, в 1969 году, членом Союза писателей Коми. И вот написал балладу или поэму «Эшвакар». Там он очень красиво описывает начало строительства и как туда приезжали молодые комсомольцы. И вот в своих стихах он тогда назвал: «Здесь не город, пуп земли мы с тобою возвели». Вот такие, ни больше, ни меньше слова он назвал.
Я с удовольствием в последнее время приобщился к стихам, и вот тут Александр Шемелин с Еленой тоже написали замечательную песню, и мы ее постоянно с супругой, вот она звучит у нас. Лучшего места не знаю, всем вам скажу не тая, край наш таежный, сказка лесная, Эжва родная моя. Спасибо. В Эжве никогда не жил, ничего, но здесь пришлось много чего сделать. Я вспоминаю 84-й год, вторую очередь сдавали. В 84-м году вторую очередь сдавали. ЛПК. Ну, примерно, да. 84-й. Так вот, наш трест, мы тогда, а вот ты должен знать лучше всех, Леонид. Мы тогда, я помню, более 500 актов рабочей комиссии пришлось подписывать. Да. Такие объемы были. Люди работали, как говорят, не за страх, а за совесть. Работали, вот особенно ИТР, нам никто сверхурочных не платил. Никогда. Кому-то платили, никто. Работа, нам говорили, у вас ненормированный рабочий день. Да, все. Зарплаты были невысокие. Если кто-то думает, что когда-то были зарплаты невысокие. Мастер 140 рублей. Прокурора 190. 170, 190 это с надбавками. Ну да. Я-то хорошо, я отмантурил начальником управления 5 лет и главным инженером треста 13 лет я отработал. Все с оплатой связано. Начальник управления 250 рублей оклад был. Ну, у руководства треста 350 это у управляющего и у этого. Коэффициенты, ну что коэффициенты? Они, то, что были коэффициенты, они все затраты наши не покрывали. И вот я еще раз говорю, работали не за страх, а за совесть. Рабочим как-то мы умудрялись там и переработку, и все, но в профсоюзе тоже стояли на страже, что столько-то часов и больше не. А переработки бывали больше. И тогда было так, если вот сейчас я просто читаю прессу, я диву даюсь, в Эжве начали хорошее дело, строить котов. Не ушли коммуникации. Да. Что это за такое, что за проектировщик? А еще такую коммуникацию. Да, так нет, там 2 трубы 900 тысячевки и 600 идет самотечный коллектор. Если бы там была трубка такая, то... При мне я руководил прокладкой. И не учли, что за проектировщики. Вообще, это я не знаю. И на год откладывается. Ну скажите, что денег нет. Уже ладно. Ну а если так, ну, раньше сажали за такое дело. Я вот честно вам скажу, подходили праздники революционные. Мы за 2 суток прекращали всякие земляные работы. Потому что боялись. Не дай бог, где-то рванешь, посадят, праздник будешь в СИЗО отмечать. Так такие случаи были, вы что? Ну, хорошо. Ну, другие я мог бы привести массу случаев таких, что где чего. Тот же курорт Серегова. Я вот недавно был на курорте, на старом. Новый там такой красавец, но говорят, в 18 году где-то сдали. И председатель госсовета, а нету руководителя на этой стройке. Не можем руководителя найти. Я не знаю. Руководители еще есть руководители. Быков, по-моему. Там же Быков. Александр Юрьевич, я думал, позднее будет здесь. Я про себя так мысленно подготовился. Лоббист. Ну хотя бы раз в год ветеранам можно сделать диспансеризацию или нет? А он и так здоров. Смотри на него. Я не говорю про него, я не говорю про себя. Я говорю, я могу позволить, иду, плачу за все. Мало того, так я еще и плачу налоги и все. А кто-то приходит там со стороны, заплатил его в первую очередь. Я
70 с лишним лет сижу в очереди. Я к тому, что диспансеризацию можно. Сегодня все говорят, ну, мы там столько по плану, столько тысяч, мы столько провели. Вы не думайте, я прессу очень внимательно читаю. Привык так читать. Так вот, вот эти, ну там 1000 человек в городе наберется ветеранов, они быстро уходят. Очень быстро уходят ветераны. Неправда. Очень. Мы еще повоюем. Так я не говорю обо всех. Ну, можно ведь списки составить здесь по ЭЖВ, по городу, составить списки и хотя бы раз в год проводить диспансеризацию. Мы все когда-то в советское время марксизм-ленизм изучали, политэкономию и все такое. И нам все говорили, какие сволочи капиталисты, какие они кровопийцы. Они такие и есть. Так вот, вот в той же Германии после 60 лет каждый гражданин проходит обследование на рак. Бесплатно. Вот такие дела. Так что просьба, это не от Павлусенко, а от ветерана. Рассмотреть этот вопрос и сделать, ну... Рассмотреть проблем нет. Рассмотрим. Юрий Николаевич, а мы не рассмотрим. Так, ну и в заключение я хотел бы поздравить всем с Днем Строителя, пожелать всем крепкого здоровья, чтобы еще не раз встречались на таких мероприятиях, на других. Ну, администрации спасибо за то, что она помнит нас. Так что вам тоже крепкого здоровья. Ты не помнишь, Спасибо. Дорогие друзья, эжвинцы, поздравляю вас с наступающим Днем Строителя. Последним строителем Эжвинского ЛПК физкульт, привет! Ура! 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 Молодцы!